Рождению первенца в семье Мержоевых не могут нарадоваться. Малышка Зара появилась на свет во второй день Нового года. Кроме огромного счастья, девочка в семью принесла и дополнительный доход. 1 февраля молодая мама сдала документы на получение ежемесячной выплаты на первого ребенка. Пособие на первенца с Нового года – инициатива Владимира Путина, который, выступая в Координационном центре по реализации национальных стратегий действий и интересов детей, объявил о новых мерах поддержки и стимулирования рождаемости в стране. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им 1,5 лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. Выплата будет адресной. Согласно президентским инициативам, для каждого региона сумма пособия будет индивидуальной, то есть предельная сумма дохода в месяц для семьи, состоящих из 3 человек. В Ингушетии для назначения выплаты сумма дохода не должна составлять более 41 935 рублей. Данные должны быть указаны в справке о доходах за последние 12 месяцев. Ежемесячная выплата в регионе составляет 9241 рубль. В соответствии с федеральным законом за номером 418 о ежемесячных выплатах всем имеющих детей, есть там такие критерии. В любом случае, во-первых, ребенок должен родиться с 1 января 2018 года. И среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Заявления о назначении ежемесячной выплаты на первого ребенка могут быть поданы в органы социальной защиты по месту жительства в любое время в течение 1,5 лет со дня рождения ребенка. Однако, если вы не успели подать документы до того, как ребенку исполнится полгода, то сумму за первые 6 месяцев вы потеряете, и выплаты начнутся только со дня подачи заявления. Узнав о новых правилах, Роза Асмиева поторопилась подать документы. Кстати, приняли ее вне очереди. Ребенок родился совсем недавно, 18 января. Сегодня решила сдать свои документы на первенца для получения пособия. Документы приняли, несмотря от того, что приемный день или нет. Кроме справки о доходах, в обязательный перечень на получение выплаты входит еще несколько документов. Тем, кто хочет оформить пособие, необходимо принести паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка, с центра занятости справки. С Нового года в республике родилось 53 первенца, и только 15 семей подали документы на пособие. Если с января у вас родился первый ребенок, то значительный денежный презент вы можете получить не только от родных и друзей, но и от государства. Лейла Гайсанова, Мухаммед Мержоев. Новости 24.